Работники Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования приняли участие в шествии Бессмертного полка. Комнату психологической разгрузки учителя на безвозмездной основе подарил профсоюз образования педагогическому коллективу гимназии номер 1 города Грозный. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Очередной герой рубрики «Учитель пред именем твоим» Салтукиева Радимхан Башировна. Молодой учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 7 города Грозный. Майские праздники уже позади, но позвольте напомнить, как их отметили в профсоюзе образования Чеченской Республики. Чеченская региональная организация Общероссийского профсоюза образования, помимо своей профессиональной деятельности, это еще и активный участник в общественной и культурной жизни республики. Профсоюзные работники Чеченской Республики в числе первых приняли участие в шествии Бессмертного полка Парада Победы, участники которого внуки, правнуки и родственники ветеранов Великой Отечественной войны. В руках гордые потомки держали черно-белые фотографии героев. Каждый из них считает своим долгом поделиться памятью о подвиге длиною в жизнь. Ежегодно важным быть здесь в одном строю с народом, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он возглавил масштабное шествие Бессмертного полка. В руках Кадыров пронес Знамя Победы, тот самый красный флаг, водруженный над Рейхстагом. Главный символ праздника размером 10 на 20 метров несли и активисты молодежного движения. История не из школьной программы, а из семейного альбома и рассказов бабушек и дедушек на главных улицах Грозного словно оживает. Каждый из участников шествия старался, чтобы его портрет был виден отовсюду, и рассказать историю своего героя. О своем герое в числе остальных Бессмертного полка рассказал и Даудхан Герзелиев, занимающий должность первого заместителя председателя Чеченской региональной организации Общероссийского профсоюза образования. После скачек, организованных гитлеровцами в концлагере, был расстрелян. Мы его судьбу нашли только в 70-х годах, долго искали, он был без вести пропавший, но в военных архивах мы нашли, и вот такая судьба у нашего деда. Для меня очень трепетно, торжественно этот великий день Победы, он действительно великий для меня. Я очень рад присутствовать здесь. Таких семейных историй, которые соединяются с историей всей страны, десятки тысяч. Кто-то из этих людей, изображенных на фотографиях, не успел увидеть мирную жизнь, понянчить внуков, а кто-то и вовсе на фронтах Второй мировой пропал без вести. Многие не дожили до Дня Победы, но сделали все, чтобы мы жили и гордились. Это мой дедушка Габазов Салавди. Он был в тылу во время войны, работал в нефтепромысле. Я испытываю гордость, то, что все вышли с портретами своих родственников, с дедушек, прадедушек. На самом деле это очень хорошая акция, хорошо, что она продолжается. Это дает нашей молодежи показывать, что это на самом деле очень главное мероприятие, очень хорошее мероприятие. Акция «Бессмертный полк» охватила многие континенты. В этом году она прошла в 110 странах мира. В Грозном же шествие прошло уже в 5-й раз. С каждым годом число желающих принять участие в поистине народной акции растет. В этом году это свыше 15 тысяч человек. С момента окончания войны прошла почти целая эпоха, но народная память живет в сердцах потомков и будет жить вечно, а значит, и герои живы, пока о них помнят. В предыдущем выпуске мы рассказали нашим телезрителям, что собой представляют и как оборудованы комнаты психологической разгрузки учителя в президентском лицее, в лингвистической и математической школах города Грозный, которые открылись на базе общеобразовательных учреждений благодаря поддержке Чеченской организации работников профсоюза образования. Теперь уже 9-й по счету заработала в гимназии номер 1 имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это подарок от профсоюзной организации на безвозмездной основе педагогическим коллективам учреждений образования. Профсоюз – это социум человека труда, который борется за нормальное социально-экономическое положение в своем обществе. Наша организация республиканская и в целом профсоюз занимается правовой защитой, заработной платой и условиями труда педагогических работников. Республиканская организация, силами организации, открыта по счету 9-я комната психологической разгрузки в гимназии номер 1. В дальнейшем мы будем развивать этот проект, и, конечно, все зависит от наших финансовых возможностей, а мы общественная организация. Учитель получает сегодня ставка заработной платы базовая, это 12 420 рублей. К сожалению, не всех учителей эта заработная плата устраивает.
И учитель, естественно, набирает, если еще может набрать, максимально педагогическую нагрузку. Это 6 уроков ежедневно. Есть учителя, ведущие в 2 сменах. Мой товарищ, скажу так, вот, ведет 6 уроков с утра, утром и вечером. Естественно, они подвергаются очень сильным психологической нагрузке и стрессам. Эти комнаты релаксации будут максимально способствовать снятию этих симптомов. Надеюсь, они положительно повлияют на здоровье педагогов. Вот, все для нашего педагога, все для членов профсоюза. Комната психологической разгрузки учителя – это помещения, оборудованные по современным стандартам. Здесь есть все, что нужно для оказания качественной и продуктивной психологической помощи учителю. Также можно снять физическую усталость и стресс. Это стол для песочной терапии, эфирная лампа для ароматерапии, кресло-куб, трансформеры, массажные дорожки, сухой душ, пузырьковые колонны для глаз. В общем, все самые последние новинки современных комнат психологической разгрузки учителя находятся здесь. Кресло Куб Трансформер. Данное кресло очень удобно и специально подобрано для того, чтобы это кресло, оно складывается, то есть его можно вот так сложить. Оно занимает такой куб, можно поставить полностью все вот здесь, отдельно в углу и освободить пространство для того, чтобы провести тренинг с применениями методов игровой терапии, то есть с разными, чтобы освободить площадь. Далее у нас специально подобрано, вот у нас здесь в этом углу угол занимает для музыкальной терапии и ароматерапии. Для музыкальной терапии у нас специально для сопровождения сеанса, релаксационного сеанса есть специально подобраны несколько комплектов дисков с разными звуками, то есть шум океана, скрежет соловья, соловьиной трели. Это у нас оборудование называется под названием «Сухой душ». Это оборудование, как вы видите, светящиеся волокна, 2-метровые, они постепенно меняют цветовую гамму. Это предназначено для того, чтобы учитель на протяжении 2, 3, 4 уроков, он устает, и постоянно беседа в открытом пространстве и подсознательно требует небольшое такое свое закрытое пространство. И вот каждый желающий может встать вот сюда, под эти волокна, закрыть глаза, и то есть вот этот светящийся образ, он создает некую иллюзию закрытого пространства, то есть тоже позволяет человеку расслабиться. В 2017 году гимназия номер 1 города Грозный имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, стала одним из 5 победителей всероссийского конкурса «Успешная школа», а в 2018-м – лауреатом всероссийского смотр-конкурса образовательных организаций «Достижение образования». Учебная программа направлена на углубленное изучение учебных предметов. Здесь стараются создать такие условия, чтобы раскрыть потенциал каждого ребенка и обеспечить индивидуальность его развития. Так как график работы довольно тяжелый, комната релаксации в образовательном учреждении имеет особое значение. У нас есть учителя, которые работают очень много лет уже, имеют большой стаж. И когда они первый раз зашли в эту комнату, они были настолько удивлены, и эта комната на них произвела такое впечатление, это даже никакими, наверное, словами не описать. Они себя здесь вели как дети. Такое ощущение было, что они попали в какую-то детскую комнату отдыха, и окружили песочницу, становились под сухой душ, играли с рыбками. Это было очень такое неописуемое впечатление. Профессия учителя относится к сфере, в которой педагог ответственен не только за свою работу, но и учеников. Это напряженный труд. Учителя сильнее подвержены влиянию профессионального выгорания. Поэтому открытие комнаты психологической разгрузки в школе особенно важно для сохранения психологического здоровья. В комнате психологической разгрузки специалисты смогут качественно проводить работу. Вы знаете, после трудового, тяжелого дня зайти сюда на минутку, расслабиться, это, я думаю, многого стоит. Спасибо большое профсоюзу, что вот такую комнату нам выделили, педагогам гимназии номер 1. Это расслабляет, во-первых, разгружает, после трудового дня очень. И можно даже поговорить. Мы же любим говорить, учителя. Вся наша работа состоит из разговора. Мы с ребятами, детьми общаемся все время. Поэтому здесь можно очень приятно отдохнуть.
Первая гимназия Грозного – лишь одна из 9 площадок, где открыты комнаты психологической разгрузки учителя. Подобную работу профсоюз образования Чеченской Республики намерен развернуть и в других общеобразовательных школах региона. Для полноценной работы педагога и его работоспособности подобные площадки просто необходимы. Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпускных выплат в 2019 году педагогическим работникам? Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков в 2019 году не изменился, остается прежним. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для педагогических работников составляет 42 или 56 календарных дней в зависимости от места работы и занимаемой педагогической должности. Например, продолжительность отпуска учителя равна 56 календарным дням, а воспитателя в детском саду – 42. Отпуск предоставляется работнику за каждый отработанный год. Такой год отсчитывается с даты поступления сотрудника на работу. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков. Каждый работодатель должен утвердить такой график не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного Нового года. Если работник собрался в отпуск не по графику, то он должен написать на имя руководителя заявление на отпуск с указанием конкретных дат начала и окончания отпуска. Выплата отпускных производится до начала отпуска не позднее, чем за 3 дня до его начала. Должна ли производиться оплата работникам, привлеченным к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году? Да, должна. Это закреплено в 22 статье Закона Чеченской Республики об образовании, а размер и порядок выплаты компенсации в 2019 году за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Чеченской Республики установило положение, утвержденное постановлением правительства Чеченской Республики за номером 32 от 5 марта 2019 года. К примеру, компенсация педработникам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, выплачивается в размере 140 рублей за 1 час, а стоимость проверки одной работы по общеобразовательным предметам зависит от наличия почетного звания или ученой степени члена комиссии. Если это профессор, доктор наук или имеющий почетное звание народный, то ему причитается 77 рублей за проверку одной работы. Если работу проверял доцент, кандидат наук или имеющий звание почетный или заслуженный, то 67 рублей. И 57 рублей положено преподавателю, который не имеет звания и ученой степени. У меня 3 несовершеннолетних детей. Имею ли я право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время? В соответствии со статьей 262.2 работникам, имеющим 3 и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Но как только хотя бы одному из 3 детей исполнится 12 лет, то его работающий родитель уже не имеет права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для себя время. Мы продолжаем постоянную рубрику «Учитель пред именем Твоим». И на этот раз побывали в средней общеобразовательной школе номер 7 города Грозный. В этом образовательном учреждении работает героиня нашей рубрики, победитель Всероссийского конкурса «Молодой педагог-2019» в номинации «Молодые управленцы», учитель русского языка и литературы Радимхан Башировна Салтукиева. Эта победа, конечно, она для меня, наверное, предмет гордости с какой-то точки зрения, с другой точки зрения это еще большая ответственность. Я вообще не знала о существовании такого конкурса, если честно, но когда в 2017 году победила в региональном этапе, мне сказали, что вот существует такой всероссийский конкурс, то есть не надо останавливаться на достигнутом, можно попробовать себя и на федеральном уровне. Конечно, для меня это было, да, очень интересно, и мне хотелось доказать скорее себе, что я могу это сделать. Но подготовка была длительная и серьезная, потому что очень большая конкуренция, коллеги, все лучшие молодые учителя, хотя и молодые, но уже очень такие креативные, подкованные со всей страны, порядка 60 человек, которые решили показать все свои лучшие стороны. И вот, конечно, чтобы соперничать с ними, пришлось хорошенько постараться, но этот конкурс, он был настолько
Там была теплая дружеская атмосфера между людьми, которые познакомились буквально на днях. И это мне тоже очень помогло, я считаю. Победой в столь престижном конкурсе страны Радимхан доказала, что для достижения успеха не обязательно трудиться в этой области долгие годы. В школе молодой педагог работает всего 2 года, а уже одна из лучших среди сотен учителей страны. И это она успешно доказала. Девушка рассказывает, что вовсе не планировала стать учителем. Я никогда не мечтала стать учителем и не думала, наверное, что я приду в эту профессию, но я просто с детства очень любила книгу, и эта любовь была привита моей семьей, моими родителями, в частности, особенно папой, который очень любил и любит читать. И я думаю, что выбрать путь учителя – это было правильное решение, которое я приняла, и способствовали этому моя семья и мои учителя, которые были для меня примером. Первый урок мой школьный, я его помню, конечно, это был еще период студенчества, когда я пришла в школу, в эту школу, 7-ю, на практику, провела урок литературы в 9 классе. Для меня это тогда казалось чем-то непосильным, потому что 9 класс это уже были взрослые ребята. Но я даже помню, у нас был Лермонтов, герой нашего времени, но все прошло настолько замечательно, и обстановка, и мы нашли с детьми общий язык, что я поняла, что, наверное, я сделала правильный выбор. По словам Радимхан, работа в школе в корне изменила ее жизнь. Она отнимает много сил, но это того стоит. Постоянное общение с учениками, возможность обучать детей и учиться самой одновременно приносит положительные результаты и чувство вдохновения. Однако самое главное в работе – это взаимопонимание между учеником и учителем. Только так можно найти правильный подход к ребенку, расположить его к себе, что поможет лучше раскрыть талант и творческие способности ребенка, считает педагог. Первый год своей работы думала, главное это дисциплина, главное это знать свой предмет. Сегодня я добавила бы к этому важный пункт понимать детей на 100%. Конечно, это возможно у нас не получится никогда понять каждого человека в полной мере, но это настолько важно, потому что если ты понимаешь человека и можешь его расположить к себе, и вместе все делается гораздо легче и приносит лучшие результаты. Несмотря на то, что Радимхан молодой педагог, она пользуется большим уважением среди коллег и руководства школы в лице директора Ахмеда Висаитова. Радимхан для них гордость школы. Этот конкурс существует с 2006 года. Номинация «Молодые учителя» с нашей республики еще никто не побеждал, и она является первопроходцем, первым победителем этого конкурса в номинации «Молодые учителя». И, конечно же, мы очень за нее рады, и это дополнительная мотивация для ее учащихся, например, учащихся нашей школы. Когда тебя учит победитель профессионального творческого конкурса, это тебя мотивирует как ученика тоже на такие же успехи, например, да, в тех же олимпиадах или же других профессиональных конкурсах. То, что Радимхан мотивирует и вдохновляет своих учеников, нет никаких сомнений. Мы и сами смогли убедиться в этом, побывав на ее уроке. В классе у Радимхан оживленная атмосфера. Дети активно участвуют в процессе урока. Слушать педагога не просто интересно, но и приятно. Свое слово захотели сказать об учителе и ее учащейся. Она добрая учительница, умная, веселая. Она рассказывает разные истории. Например, когда мы проходили рассказ Робинзон Круза, она рассказала то, что не было в книге. Много чего рассказывает. Она прикладывает все усилия, чтобы мы хорошо учились. Она все хорошо объясняет. Правила, как можно их легко выучить или просто рассказать своими словами. И некоторые рассказы, как она это лучше пересказывать. Она очень хорошо объясняет упражнения. Радим Баширна самый лучший педагог по русскому языку. Как она проводит уроки, это очень интересно. Она рассказывает нам по литературе интересные факты о различных писателей, о рассказах. А по-русскому она объясняет нам разные правила и как легче всего их научить. После победы на конкурсе «Педагогический дебют-2019» Радимхан планирует пойти еще дальше. Впереди новые высоты и достижения. Она настроена побороться и за звание Учителя года.